Далее поклонение следующее какое? Чаяние. Чаяние мы переводили в прошлый раз как устремление. Но это вопрос перевода. Можно и так встретить, и так. Чаяние по-арабски ар-рахба. Здесь же дальше опасение, ар-рахба. Здесь же что? Смирение по-арабски аль-хушу. Потом автор приводит доказательства на вот эти вот три вида поклонения. Три вида поклонения. Какие? Ар-рахба, ар-рахба, аль-хушу. Мы говорим чаяние, опасение, смирение. Что такое рахба? Что такое чаяние? Внимательно. Чаяние – это желание, стремление, желание достичь чего-то любимого. Вот это вот что? Чаяние, стремление. Желание достичь чего-то любимого. Рахба. Дальше. То рахба, а это рахба. Через а. Это что? Это страх. Смотрите, тоже страх. Тоже страх. Какой страх? Не просто страх, а страх, заставляющий человека бежать от того, чего он боится. Страх, который сочетается с каким-то действием. Человек может бояться, но ничего не делать, правильно? А здесь не просто страх, страх, который заставляет действовать, который заставляет бежать, убегать от того, чего он боится. Это рахба. Имеет корень, похожий на слово гараба. Гараба по-арабски убежать. Это рахба. И третий вид поклонения хушу. Хушу – смирение. Что такое смирение? Это когда человек склоняется перед величием Аллаха Субхану ва Тааля. И это выражается в принятии им покорно решений Аллаха Субхану ва Тааля, как религиозных постановлений, так и бытийных постановлений, то есть того, что происходит с ним. Итак, что такое хушу? Склонение перед величием Аллаха Субхану ва Тааля, выражающееся в принятии человеком покорно решения Аллаха Субхану ва Тааля, его установлений, как религиозных, так и бытийных. Это что? Это аль-хушу. Автор приводит довод на эти три вида поклонения. Они все в одном аяте. Что это за аят? Читайте. По-арабски, конечно. Громче, я не знаю. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. Поистине они взывали к нам рагабан ва рагаба, с чаянием и опасением. С чаянием и опасением. Вакану лана хашиин. И были перед нами смиренны. Вот как Аллах Субхану ва Тааля описывает пророков, описывает своих праведных рабов. Человек, если он идет к Аллаху Субхану ва Тааля, тот, кто движется по духовному пути, движется к Аллаху Субхану ва Тааля, обязательно должен совмещать в себе две вещи. Посмотрите, в аяте сказано «рагабан ва рагаба» с чаянием и опасением. Должно быть чаяние, должно быть опасение. Должен быть страх и должна быть надежда. Обязательно. Если человек лишается того или другого, или человек позволяет одной стороне, то есть страху или надежде, перевесить полностью другую, то такой человек погибнет. То есть страх и надежда, они обязательно должны присутствовать у человека вместе, одновременно должны быть. Не может быть такое, что одно полностью исчезло, второе полностью исчезло, одно полностью погасило другое. Вместе обязательно должны быть, иначе человек погибнет, как два крыла у птицы. Птица без крыла, или крыло у нее будет какое-то ущербное, эта птица не может летать. Вот так вот и страх, и надежда должна быть у поклонения. Голова у поклонения – это любовь. Хорошо? А крылья – это страх и надежда. Так летает птица поклонения Аллаху Субхану ва Тааля, служение Ему. Должны быть одинаковы. Теперь вопрос, должны быть всегда одинаковы они,
или не всегда одинаковые. Здесь есть разные высказывания ученых. Все они прекрасны, все они по-своему правильны, эти высказывания и объяснения. Некоторые ученые говорят, если человек совершает что-то хорошее, благое, богоугодное, вот здесь немножечко он должен усилить крыло какое? Крыло надежды. Усилить немножечко. Для чего? Чтобы быть активным, он надеется на награду Аллаха Субхану ва Тааля. Активно быть в поклонении, надеяться на то, что Аллах Субхану ва Тааля примет это его поклонение. А если, наоборот, человек чувствует, что зовет его душа к какому-то греху, шайтан зовет к греху, и вот он может совершить какой-то грех. Здесь усилить какое крыло надо? Надежды? А ничего, все нормально. Авось, ничего не будет. Нет. Здесь надо усилить крыло, наоборот, страха. То есть человек, он как бы что, как лекарь своей души. Он смотрит, какой из этих крыльев надо усилить. Некоторые ученые говорят, когда человек находится на смертном одре, когда он болеет, в этот момент лучше усилить какое крыло больше? Крыло надежды. Когда человек здоров, силен, богат, когда все зовет его к греху, здесь что лучше усилить какое крыло? Крыло страха лучше усилить. А некоторые уляма, как мы говорили, сами говорили, что должны быть они одинаковые, как птица, которая парит в воздухе. Аят сказано: «Иннаум кану юсариуна фил хайрат». Поистине они спешили к благим делам. Они спешили к благим делам. Это очень важное качество верующих людей. Аллах Субхану ва Тааля описывает нам качество верующих людей. Какое? Что они спешат к благим делам. Верующий человек, он все время спешит. Все время спешит к благому делу. Таков был пророк, алейхиссалату вассалам. Снизошел аят: «Анзир аширатак аль-акрабин». И увещевай своих ближайших родственников. Все, пророк саллаллаху поднимается, выходит, обращается к своим ближайшим родственникам и говорит: «Я машара Курайш, о курайшиты». Вот это должно быть непременным качеством всех последователей Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям. Не откладывай, спеши с благими делами. «Фастабикуль хайрат», Аллах говорит, опережайте друг друга, спешите к благому. Или как в этом аяте: «Иннам кану юсариуна фил хайрат». Поистине они спешили к благим делам. Благие поступки откладывать нельзя, не следует их откладывать, потому что откладывание, оно заключает в себе очень много опасностей. Это откладывание, оно несет в себе очень-очень много бед. Хотя бы можно упомянуть накопление у человека долгов, накопление у человека вот этих обязанностей перед Аллахом Субхану ва Тааля. Шейх Ибн Усаймин указывает на это. Вот это накопление, то, что висит на тебе, это уже бедствие, уже не говоря о многих других бедствиях. Ибн Аль-Кайим, рахимахуллах тааля, по поводу этого откладывания говорит, смотрите, очень хорошие слова, он говорит: если Аллах Субхану ва Тааля облегчает для своего раба причины, возможности для каких-то богоугодных поступков, то нужно обязательно быстро воспользоваться этими возможностями. А если человек отложит это деяние, то Всевышний может поставить потом препятствие между человеком и возможностью совершить это деяние. И уже человек не сможет потом приобрести вот эту вот выгоду, эту прибыль. Не воспользовался ты этим шансом, упустил и все, потом Аллах ставит преграду, и уже потом не получается. Как часто так бывает? Вот есть возможность. Все условия Аллахом Субхану ва Тааля созданы, возможность дана, воспользуйся. Человек, ничего. И что-то откладывает по каким-то совершенно невразумительным поводам, а потом уже лишается этой возможности. Нет этой возможности. И поэтому Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Я аyyуhalladhina аману, стаджибу лиллахи ва лиррасули иза даакум лима юхйикум». О вы, которые веровали, ответьте Аллаху и его посланнику. Аллаху и посланнику. Если Он, Аллах, зовет вас к тому, что вас оживляет, к тому, что есть ваша жизнь. Ответьте ему. Отвечать надо сразу. «Ва'аляму анна Аллах яхулю бейна аль-мар'i ва кальбихи, ва анну илейхи тухшарун». И знайте, что Аллах ставит преграду между человеком и его сердцем. То есть Аллах ставит преграду, и человек уже потом не может добиться того, в чем для него польза, того, чего он хотел. И знайте, что вы к Аллаху будете собраны. Вот этот вот аят. Не отвечаешь сразу на возможность, на призыв Аллаха Субхану ва Тааля, потом Аллах Субхану ва Тааля ставит преграду. То пасет Аллах Субхану ва Тааля между тобой и возможностью совершить вот это вот прекрасное действие.
Это у нас было доказательство на какие виды поклонения? Чаяние, опасения. Wa sallallahu sallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.